Нет, просто вот. Доброго дня, уважаемые зрители. Начинаем нашу трансляцию из Сыктывкара. Сегодня у нас финалы командный спринт. Итак, показываем вашему вниманию, предлагаем дистанцию, предлагаем, как будет сегодня лыжники проходить этот круг. Начинают, в общем-то, со стадиона. На стадионе и заканчивает, в общем, здесь вот финиш, есть поворот на передачу, все по традиции. Первыми покажем сегодня вам финал у женщин. Предварительно он должен был состояться в 13:00, но вот появилось свободное время, чуть-чуть не рассчитали, видимо, организаторы соревнований моменты старта гонок и вообще по времени, как все пройдет. Так что в 12:10 женский финал, командный спринт классическим стилем. 6 этапов почти по 1,5 километра. И у нас уже, соответственно, известны составы сегодняшних команд. Под номером 11 Ханты-Мансийский автономный округ. Первая команда. На первом этапе будет выступать за нее Полина Катина, на втором Евгения Шаповалова. Республика Татарстан. Первая команда. Первый стартовый номер. Лариса Рясина, Мария Давыденкова. Архангельская область, стартовый номер 13. На первом этапе Светлана Заборская, втором Светлана Николаева. Ну вот вам, в принципе, составы первых стартующих и составы вторых игроков, вторых лыжниц. Тюменская область, первая команда, номер 4, стартовый номер у нее Наталья Баракина и Евгения Ощепкова. Свердловская область, номер 14, Светлана Плотникова, Анна Медведева будут выступать за данную команду. Номер 3 стартовый, Москва, первая команда, Нина Дубатолкина, Аида Баязитова будут на ваших экранах сегодня. Надеюсь, что у вас сегодня хорошее настроение, не такое, как вот у тренера, который был в центре плана, в центре кадра, который немножко даже зазевался. Надеюсь, сегодняшние гонки вам не дадут зазеваться, не дадут отдохнуть, и будете вы смотреть их с пристальным интересом. Республика Татарстан, вторая команда, 5-й стартовый номер, Жанна Муравьева, Алена Мельникова будут сегодня сражаться за подиум. Сахалинская область, второй номер, Марина Черноусова и Виктория Калинина. Новосибирская область, вторая команда, вот первая команда не пробилась, финал вторая пробилась, 16-й стартовый номер будет у девушек, Анастасия Одинокова, Анастасия Москаленко. И команда Республики Татарстан, третья, под 15-м стартовым номером, Ольга Сергеева, Лали Кварасхели. Вот такой у нас сегодня состав финала у женщин. 10 команд, и 3 из них представляют Республику Татарстан. Так что все шансы у команды из Татарстана на то, чтобы побороться за призовые места, сегодня есть. В общем-то, в принципе, как у первой, так и у второй, так и у третьей команды. Все они довольно неплохие. Ну, наверное, команда Ханты-Мансийского автономного округа будет претендовать на то, чтобы войти в число призеров. Не стоит сбрасывать со счетов и команду первую Москвы. Нина Дубатолкина, Аида Баязитова. Аида Баязитова у нас буквально позавчера выиграла индивидуальный спринт. Евгения Шаповалова из ХМАО выиграла в первый день соревнований индивидуальную гонку. Так что, в общем, все шансы есть. Ну, если вспоминать о том, кто как выступал в предыдущие дни, то не стоит забывать и Ларису Рясину, которая стала второй на индивидуалке. Так что будет действительно интересно. Остается у нас считанные минуты. Нам вот принесли параллельно протокол старта финала у мужчин. Там, в общем, тоже все будет интересно, но о мужчинах мы поговорим попозже. У мужчин, по крайней мере, есть команда хозяев соревнований, команда Республики Коми. Вот здесь у женщин в финале ее
нет. Ну, вот и выходят девушки на старт. Начинается подготовка. Подождем совершенно немного и будем смотреть, будем переживать и, по крайней мере, надеяться на равную борьбу до самого-самого финиша. Почти у нас все готово к старту. 11 номер, команда 1-я Ханты-Мансийского автономного округа, напоминаем, Полина Кальсина сейчас примет старт. Рядом вот справа от нее Лариса Рясина. Приходила к нам в студию Лариса, провели мы с ней мужскую индивидуальную гонку. Если кому-то интересно, можно будет посмотреть в повторе, послушать ответы на вопросы Ларисы. Слева от Полины Кальсиной Светлана Заборская, номер 13. Вот девушки замерли в ожидании стартового сигнала. Есть у нас буквально пара секунд, может быть даже чуть больше. И вот, поехали. Стартовал командный женский спринт, и уже с первых метров отрабатывает Полина Кальсина. Ну, наверное, все-таки номинально второй номер в команде. Евгений Шиповал сейчас в более интересной, в более хорошей физической форме, так что Полина, наверное, требуется не сильно подотстать, может быть, просто остаться в группе лидеров. Вот, так что команда ХМАО будет в основном наращивать обороты, скорее всего, на втором этапе, на четных этапах, будет правильно так сказать. Наталья Баракина из Тюменской области, 4-й номер, тоже неплохо отработала на старте, и ведут они вместе, 4-й и 11-й номера, где-то там неподалеку Рясина. Ну, в общем, конечно, это стартовые метры, впереди нас ожидает всего 6 кругов, так что говорить о том, что кто-то будет атаковать с первых минут, довольно странно. И все самое интересное, наверное, пойдет где-то в конце 4-го, уже даже на 5-м этапе, последним для лыжниц, которые стартуют в нечетных кругах. По-прежнему Кальсина впереди, Рясина неподалеку. Вот за Рясиной Жанна Муравьева, 5-й номер из Республики Татарстан, 2-й команды. Ну и Баракина по-прежнему контролирует ход этого этапа. Лыжи, видимо, Баракина даже чуть лучше катит, и даже, наверное, Кальсина, который сейчас идет впереди, немного тормозит эту гонку, тормозит темп игры. Выявляются уже лыжницы на внутреннем круге на стадионе, их еще ожидает спуск, пробег мимо биатлонного стрельбища, подъем, и только после подъема прямая с выходом в стартовый коридор, точнее в коридор для передачи эстафеты. Ну вот мы говорили, что у Баракиной Натальи лыжи чуть получше катят. Вот она и выходит у нас на промежуточную первую позицию. Не стала долго засиживаться за спиной Полины Кальсиной. И вот здесь ну, пока не атакует, но, в общем, ей довольно лучше и увереннее, видимо, идти именно первым номером. Вот Кальсина, наверное, с этим не очень согласна. Попробовала здесь снова выйти на первое промежуточное, не получилось, в общем, не стала бороться, тем более дистанции для атаки было совершенно немного, и осталась за спиной Баракиной. И именно вот в паре Баракина-Кальсина выходят лыжницы на биатлонное стрельбище. Вот сейчас пробегают. Хорошо, что они без винтовок, иначе мы бы еще другой вид спорта посмотрели вместе с вами. Здесь же по-прежнему 13-й номер, даже не по-прежнему, вот впервые вот здесь выходит на вторую позицию Светлана Заборская из Архангельской области. И вот видим, Кальсина чуть-чуть отстает, Баракина здесь в подъеме атакует, и Светлана Заборская вроде как этот темп начинает поддерживать. Но вот у лыжницы из Ханты-Мансийского автономного округа все-таки есть действительно желание, силы, возможности, чтобы не отпустить далеко соперницу. Вот она оглядывается, видит, что Лариса Рясина буквально по пятам у нее идет, и Кальсина просто уступает лыжню спортсменке из Татарстана.
Ну, как и говорили, вряд ли у Кальцина есть задача сейчас на стартовых этапах отрываться, просто главное быть в группе лидеров. Итак, первой на передачу выходит Наталья Баракина, Тюменская область №1. На втором этапе у нее довольно известная и сильная напарница Евгения Ощепкова. Тоже неплохо смотрелась она в спринте, в индивидуальном, так что Тюменская область один из фаворитов сегодняшнего забега. Стартует уже, да, вторые участницы команд. Ощепкова, как и говорили, получила эстафету первой и сохранила, соответственно, лидерство в стартовом коридоре. Светлана Николаева у команды Архангельской области бежит под 13 номером, у команды ХМАО Евгения Шаповалова и у Татарстана Мария Давыденко. Вот первая четверка, но мы видим, что между Шаповаловой, Давыденковой и другой группой преследователей появляется небольшой просвет. Не знаем, сигнал ли это для беспокойства или это просто совпадение небольшое, ну, случайность, временное явление. Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация. Ну, понятно, что Мария Давыденкова уступает ходом Рясина, и как раз вот если мы отмечали, что в ряде других команд, как у ХМАО, как у Тюменской области, вот, ну, на самом деле у Москвы, там Нина Дубатолкина и Ида Баязитова все-таки сильнее второй этап, сильнее финишеры, то именно у Татарстана сильнее стартовые этапы, чуть нечетные номера. Так что Марии Давыденковой здесь не так, в общем-то, все и радужно по перспективам, и не только у нее, но и, в общем, в целом первая команда Татарстана. Может быть, стоило по-другому выстроить систему, может быть, нужно было Давыденковой на нечетные, Рясина на четные, но, наверное, гонка покажет, кто был прав, кто не прав. Тем временем просвет, который был между тройкой лидеров, ликвидирован. Ну, действительно, атаковать лидеры не стремятся. Для девчонок, вот, которые сейчас на трассе, это первый круг в финале, видимо, перестраиваются на лыжню за 4 номером, за Евгенией Ощепкой. Ну, наверное, более она прокатанная, лучше там лыжи катит, а вот 16 и 5 номера Анастасия Москаленко, Алена Мельникова, Новосибирская область, номер 2, вторая команда Татарстана. Вот пока перестраиваться здесь не стремились, да там, наверное, и места особо для того, чтобы перестраиваться, не было. По-прежнему лидирует Тюменская область. Евгения Ощепкова контролирует ход своего забега. Рядом с ней Светлана Николаева из Архангельской области. Довольно неожиданно, на самом деле, увидеть в числе лидеров сейчас Архангельскую область. Тем более, по именам все-таки команда уступает более титулованным соперницам. Но, опять же, это только стартовые этапы, и все еще, разумеется, не только может измениться, но и должно измениться. Здесь мы видим Давыденкова, кстати, это мы говорили, что может быть зря, может быть еще лучше было иначе. Но вот попыталась она обойти соперниц, выйти на лидирующие позиции, но перегородила ей дорогу 11 номер Евгения Шаповалова, и непосредственно теперь сама начинает атаку на этом подъеме. И Давыденкова, оказывается, здесь шла на 4-й, 5-й, пыталась выйти на 2-й, 3-й позицию. Сейчас вообще оказывается на 7-м месте оказывается Мария Давыденкова из Республики Татарстан, первая команда. Вот Евгения Шаповалова предприняла здесь на подъеме атаку, и сейчас на прямой может немного разогнать эту гонку и первой передать эстафету, вернуть эстафету Полине Кальциной. Давайте посмотрим, удастся или не удастся, тем более, что сейчас сорвать жилы, конечно, никто не будет. И вот снова Евгения Ощепкова выходит на промежуточную первую позицию. В принципе, пара Ощепкова-Шаповалова такой хороший претендент, хороший дуэт для того, чтобы в финишном створе пободаться. Ну и вот практически одновременно передает группа лидеров эстафету, и снова на дистанции Кальцина, снова на дистанции Рясина и Светлана Заборская, Архангельская область. Ну вот лучше удалось стартовать Полине Кальциной, 11 номер, и удачнее Шаповалова передала эстафету.
Но не очень долго Наталья Баракина из Тюмени отсиживалась. Смотрите, Наталья Баракина предпринимает атаку. Вот в этом же городке, ну уже не городке Дистартов, но обогнала она непосредственно Полину Кальсину и стала разгоняться, увеличивать зазоры, увеличивается просвет между лыжницами. Хватит ли темпа получается, кто у нас там, господи, у Баракиной? Хватит ли темпа у Баракина, чтобы убежать дальше, или это просто попытка, так скажем, взорвать скорости в этом забеге? Ну, скоро мы это с вами поймем, но пока не сбавляет скорости Баракина, по-прежнему лидирует, но вот на самом деле кажется, что группа преследователей все-таки подтягивается к лидеру и не дает того, не отпускает, не дает возможности убежать вперед. Так было довольно интересно и перспективно с точки зрения тактики. Ну, может быть, и Наталья Баракина просто сделала попытку, или, может, это один из элементов тактики у команды Тюменской области, сделать гонку рваной. Может быть, кто-то из соперниц будет не готов к таким попыткам атаки. Ну, видим, что, в общем-то, уже никакого лидерства, никакого серьезного преимущества у Баракина нет. Буквально на пятах у нее Полина Кальсина снова, и там же Лариса Рясина. Вот Ларисе Рясине как раз свои этапы нужно отрабатывать, потому что мы видели, что Мария Давыденко не очень хорошо смотрится на этом финале Кубка России. Не очень хорошо для нее сложились гонки, в которых она приняла участие. Сейчас, по-моему, она в индивидуальной все-таки только участвовала. И там не очень действительно прекрасно смотрелось. Были, наверное, претензии тренерского штаба команды Татарстана. Ну вот Лариса Рясина, к ней претензий, наверное, не было. Рясина лидер, промежуточный лидер Кубка России, общего зачета. И вот сейчас она выходит на первое место. И теперь мы видим, как у Рясина катит лучше лыжи, и как она буквально на этом спуске получает небольшое, но все-таки преимущество. Ну, опять же, это буквально 1,5 метра, которые съедаются практически в одно мгновение. И вот снова Баракина отрабатывает по параллельно лыжне и параллельно снова начинает атаку. Ну вот, может быть, группа лидеров сейчас попробует оторваться. Здесь не только Баракина и Рясина, здесь Полина Кальсина и Светлана Плотникова из Свердловской области, 14 номер. Давайте вот видим, на 4-й позиции сейчас идет. Догоняет ее 2-й и 5-й номера. Это Марина Черноусова, Сахалинская область, и Жанна Муравьева из 2-й команды Республики Татарстан. Ну и вот, да, не хватает сил Светланы Плотниковой, откатывается она на 6-ю позицию, и там дальше у нас на 7-м месте Светлана Заборская из Архангельской области, то, что мы говорили, у нас было удивительно видеть Архангельскую область в группе лидеров. И дальше у нас Новосибирская область, Анастасия Одинокова, 16-й номер. Вот не вижу я, к сожалению, вот в этой группе кого не вижу. И не видим Нину Добатолкину, кстати, вот из Москвы, из первой команды, номера 3. Ну, наверное, нехорошо как-то складывается гонка. Вот туда вот замыкает Нина Добатолкина эту кавалькаду лыжниц. И у нас очередная смена, 2-й этап для четных номеров у команды Татарстана под 1-м номером Мария Давыденкова снова на дистанции, и Евгения Шаповалова у нее за спиной, команда Ханты-Мансийского автономного округа. Вот группа лидеров из 7 команд сейчас есть, между ними и 3 командами, которые отстает, вот есть хороший просвет. Дальше уже, ну здесь уже, наверное, вряд ли кто-то может претендовать на призовые места из числа вот тех, кто только сейчас на ваших экранах был. Группа лидеров проходит опаснейший поворот, на котором многократно решаются судьбы многих гонок, прежде всего из-за того, что далеко не все лыжники и лыжницы могут войти и вписаться в него правильно, довольно часто там падения происходят. Татарстан по-прежнему лидирует. Здесь по параллельной лыжне идет в атаку 2-й номер. Здесь у нас это Виктория Калинина
И Виктория Калинина из Сахалинской области. Опять же, вот впервые команда Сахалинской области выходит на промежуточную первую позицию. Ну вот тем и приятен командный спринт, то что такие тактические игры могут привести к абсолютно любому лыжнику на промежуточном первом месте, а то и не только на промежуточном, но и на итоговом. За спиной у Марины Черноусовой, у Виктории Калининой сейчас Мария Давыденкова из Татарстана, за ней Евгения Шаповалова, за ней 13-й номер, это у нас Светлана Николаева, ну и команда Москвы номер 1, которую мы тоже отмечали как фаворит, сейчас просто замыкает эту группу и практически потеряла, наверное, уже команда Москвы шансы на итоговый успех, разве что чудо какое-то произойдет, либо очень много сил у москвичек останется. Вот да, вот сейчас видим, что третий номер Аида Баязитова обгоняет Анастасию Москаленко из Новосибирской области, а вот Новосибирская область на предыдущем этапе, в прошлом круге шла в четверке сильнейших. Вот, в принципе, то скатываются вниз, то поднимаются высоко вверх спортсменки. Ну, что у нас здесь? У нас здесь Евгения Шаповалова возглавила гонку. Вот и уже команда Сахалина перемещается на третью позицию. И мы видим, как Виктории Калининой тяжело дается этот подъем. Вот уже Евгения Шаповалова сменяет Светлана Николаева из Архангельской области. Вот, довольно любопытно, да, смотреть, Светлана Николаева свой этап тащит. Светлана Заборская на своем этапе выглядит не очень уверенно, мягко скажем. Пытаются, видимо, пойти в отрыв. Николаева с Шаповаловой, появляется между ними и командой Татарстана несколько метров дистанции. И вот здесь дорабатывают перед очередной передачей лыжницы. И вот сейчас начнется, пожалуй, одно из самых интересных событий. Все-таки на последний круг уйдут нечетные номера. Итак, Евгения Шаповалова снова отправляет в бой Полину Кальсину. И главное сейчас не перекрыть было лыжню 13 номеру Светлане Заборской. Вроде все удачно обошлось, без нарушений правил. И дуэт Кальсин-Заборская. Теперь вот уже все. Теперь это, можно сказать, для них это индивидуальный спринт, индивидуальный забег, потому что здесь уже силы экономить не надо, здесь уже нужно работать как можно. Хватит ли сил на то, чтобы атаковать по всей дистанции? Ну, опять же, должно хватить. Все-таки не так уж много их было потрачено. Не такой высокий темп был в предыдущих этапах. В принципе, наверное, у всех лыжниц. Не такой высокий темп был в полуфиналах, которые позволили 10 командам пробиться в решающий раунд. Ну и тем более мы видели, что команда ХМАО пробилась с лучшим результатом, то есть довольно уверенно она прошла в финал, где-то, наверное, даже удалось сэкономить силы девчонкам. Так что здесь уже действительно нужно думать о том, чтобы своей команде помогать, обеспечивать отрыв более удобный. И тем более с учетом того, что на втором этапе у команды Ханты-Мансийского автономного округа есть Евгения Шаповалова, то Полине Кальсиной сейчас, перед которой стояла задача просто быть, наверное, в группе лидеров, у нее сейчас есть все шансы, чтобы сохранить все шансы, повторюсь, извините за тавтологию, все шансы на то, чтобы просто первой передать эстафету, упрочить позиции своего региона. Ну, далеко не отпускают Кальсину ни, получается, у нас 13-я, ни Светлана Заборская, ни Лариса Рясина, что для меня удивительно. Рясин-то можно было бы уже поатаковать. И здесь же Светлана Плотненко, 14 номер, Свердловская область. Вот 4 лыжницы идут плотно. За ними 5-й номер, это у нас Жанна Муравьева, и 3-й номер Нина Дубатолкина. Вот команда Москвы впервые, пожалуй, за эту гонку подбирается к группе лидеров. Долгое время девчонки из Москвы шли замыкающими, может быть, экономили силы действительно, но тогда надо же Дубатолкине тоже когда-то пытаться вырываться вперед, атаковать, то, конечно, не здесь. Ну, хотя почему бы и не здесь. Здесь, правда, небольшой только подъемчик, не такой длинный, как финальный, как финишный.
Вот, так что можно вот здесь уже попытаться приблизиться к первой тройке. Мы видим, Дубатолкина пытается поддерживать темп, может даже это его наращивать. На 6-й позиции команда Москвы. И вот здесь после этой прямой мимо стрельбища начнется самое интересное именно для этого этапа. Нам осталась одна только передача, и судьба медали будет известна. По-прежнему Кайсина впереди, Рясина за ней. Рясина сейчас нужно атаковать, как мы и говорили. Вот она выходит на параллельную лыжню, не хочет вставать за Кайсиной, хочет задавать свой темп гонки. Попробует даже, наверное, обойти спортсменку из Ханты-Мансийского округа. 13 номер Светлана Заборская. Ей, наверное, здесь даже лучше... Ей, наверное, даже сейчас без разницы, за кем вставать, по какой лыжне. Вряд ли она сможет побороться с Кальциной или Рясиной за то, чтобы первой, второй передать эстафету. Ей главное свою позицию третью сохранить. Там уж Светлана Николаева, посмотрим, сохранит ли какие-то силы для своего последнего круга. Между тройкой лидеров снова появляется просвет. И вот этот уже просвет будет тяжело отыграть. Если на небольшой скорости, когда идет тактическая борьба, в группе преследователей можно как-то поработать в команде, то здесь уже в команде вряд ли кто-то будет работать. Здесь уже каждый сам за себя. Итак, Кальсина, Рясина, Заборская в таком порядке передает эстафету спортсменке. Кто лучше отработает в стартовом городке? Ну, отработала, в общем-то, в таком же порядке и получилось. Теперь на дистанции Шаповалова, Давыденкова, Николаева. Три номера, которые были у нас вверху стартового протокола, они вот так и остаются. И здесь Давыденкова берет инициативу в свои руки, выходит на первое место. Ну и Виниш Шаповалова, в общем-то, видимо, и не против такого расклада. Хочет просто посидеть за спиной у соперницы. Может быть, самой где-нибудь на подъеме предпринять атаку, чтобы пока лидер не ожидает. Но это мы уже увидим. У нас остается даже, наверное, рассчитанные не минуты, может быть. Ну да, считанные минуты у нас остается до финиша женского финала. Но опять же подтягивается группа преследователей. Конечно, тяжело им будет этот просвет ликвидировать и еще и на финише отработать. Но ничего невозможного, конечно, нет. На 6-й позиции по-прежнему команда Москвы номер 1. Аида Баязитова выступает за эту команду. И вот здесь удается Светлане Николаевой сохранить баланс, проявить чудеса координации. Чуть-чуть не упала лыжница на этом спуске. И вот втроем отрабатывают спортсменки, отрабатывают группа лидеров. Заход на стадион. Интересно, действительно, у кого все-таки больше хватило сил, но вот они не увеличивают расстояние между собой преследователями. Это может и сказаться как-то пагубно на финишной прямой, на финишном подъеме. Здесь у нас за ними на 4-5 позиции сейчас Аида Баязитова и кто у нас? Анна Медведева, по-моему, да, это 14 номер, Свердловская область. Да, 14 номер. Вот Аида Баязитова выходит на 4-ю позицию. И практически Аида догоняет тройку лидеров. Сейчас еще немного остается ей поработать, и будет она уже вместе с Марией Давыденковой из команды Татарстана. Вот хватит ли только сил, хватит ли возможностей у Баязитовой, чтобы включиться в борьбу за медали? Остальные-то уже вряд ли смогут что-то противопоставить. Вот Баязитова видит спины лидеров. Значит, включается она уже сейчас, потому что если не сейчас, то когда? Там уже сейчас подъем идет последний и финишная прямая. Вот Баязитова. Смотрим. Уже ликвидировала отставание, подогнала Давыденкова. Ну а здесь отрабатывает финишный подъем Евгения Шаповалова. И уже просто мчится к своей еще одной золотой медали на этом кубке, на финале Кубка страны
Так что и никто не смог поддержать темп Шаповаловой. Все она сделала грамотно, рассчитала свои силы, спуртовала на финишном подъеме и уверенно идет к финишу. Первый успела оглянуться, посмотреть, что ж там сзади, и даже сбавить уже немного темп, потому что никто не смог его поддержать. 13-й номер Светлана Николаева финиширует второй, и Мария Давыденко все-таки на подъеме отработала нормально, не хватило сил у Аиды Баязитовой, чтобы побороться с Марией. И команда Москвы номер 1 только 4-я. Ну, Евгения Шаповалова, Полина Кайсина, команда Ханты-Мансийского автономного округа, первая команда, выигрывает этот забег, выиграет командный спринт у женщин. Поздравляем команду Архангельской области с серебром. Две Светланы, Светлана Заборская, Светлана Николаева. И команда Татарстана номер 1 с бронзой. Лариса Рясина, Мария Давыденко. Ну, может быть, действительно, если расположились как-то иначе, ну, как-то иначе, если бы Давыденко была бы на первом этапе, Лариса Рясина на вторых начетах, может быть, было как-то все иначе. Но в любом случае, команда Татарстана есть медали. Вот перед вами финишный полный протокол. 9 у нас команд дошли до финиша. Не видели мы сегодня здесь в гонке третью команду Татарстана, хотя должна была она принять участие. Но вот Ольга Сергеева, Ладик Кварацхелия на старт таки не вышли, так и они там и не появились. Ну и замкнула сегодняшнюю гонку команда Новосибирской области. Помнили мы, на 4-м этапе была она в числе, в группе лидеров. Мы ненамножечко сделаем небольшую совершенно паузу, и скоро у нас в 12:40 мужской финал. Буквально пару минут передохнем и продолжим. И на световом табло мы видим, как финишировали участницы финального забега среди женщин. Слушайте, состав финального забега у мужчин. Республика Татарстан, первая команда, 13 номер, Артем Николаев, второй этап Андрей Серлер. Номер 6, Санкт-Петербург, первая команда, Иван Анисимов и Андрей Краснов. Номер 15, Московская область, Федор Назаров, Никита Ступак. Номер 1, Республика Коми, Станислав Волженцев, Алексей Винченко. Номер 16, Удмуртская республика, Евгений Байбородов, Дмитрий Япаров. 20 номер, Ханты-Мансийский автономный округ, первая команда, Антон Гафаров, Артур Петров. Номер 19, Тюменская область, Илья Садников, Николай Марилов. Номер 21, Максим Ковалев, Алексей Григорьев, Брянская и Рязанская области. Номер 3, Республика Татарстан, вторая команда, Валерий Гонтарь, Владимир Фролов. Номер 18, Удмуртская республика, вторая команда, Александр Уткин и Владислав Аганов. До старта 3 минуты финального забега среди мужчин. Готовятся участники с номерами. 13 номер, далее 6, 15 и 1. В таком порядке выходим к месту старта, занять свои стартовые позиции.
Область, номер 15, Федор Назаров и... До старта 1 минута. Итак, все у нас готово к старту командного спринта классическим стилем у мужчин. 13-й стартовый номер в центре ваших экранов. Республика Татарстан. На первом этапе Артем Николаев, на втором Андрей Феллер. 6-й номер стартовой команды Санкт-Петербурга-1. Иван Анисимов, Андрей Краснов. Иван Анисимов, лыжник из Коми, выступал долгое время в параллельном зачете за Коми и Санкт-Петербург. Но вот сейчас мы видим на финале Кубка России уже исключительно за команду из северной столицы России. Московская область, номер 15, первый этап Федор Назаров, второй Никита Ступак. Республика Коми, первая команда, первый стартовый номер, мы видим прекрасный сине-зеленый комбинезон на Станиславе Волженцеве. На втором этапе будет Алексей Виценко. Так, сейчас у нас считанные секунды остаются, и поехали. Стартовал у нас командный спринт, финал Кубка России, финальный забег мужчин. Удмуртская республика, 16 номер, Евгений Байбородов будет на первом этапе, на втором титулованнейший, опытнейший лыжник, олимпийский призер Дмитрий Епаров. Ханты-Мансийский новый округ, первая команда Антон Гафаров, Артур Петров, 20 стартовый номер будет на груди у лыжников. Тюменская область, 19 номер, Илья Санников, Николай Марилов. Брянская область, Рязанская область, такой вот симбиотический дуэт, 21 номер, Максим Ковалев, Алексей Григорьев. Вторая команда Татарстана, третий стартовый номер, Валерий Гантарь, прошу прощения, Владимир Фролов. И Удмуртская республика, номер 2, 18 номер, Александр Уткин, Владислав Азаров. Вот такие сегодня составы у нас, классический стиль, командный спринт, и вот первый же опаснейший поворот уже прошли. Лыжники здесь мы видим в числе лидеров сборной Республики Коми. Вот синхронно так тройка идет. Здесь у нас 13-й, 20-й номера, 13-й Артем Николаев, 20-й Антон Гафаров и, как мы говорили, на первом этапе за командой Коми Станислав Волженцев. Первый заход лыжников за стадион. Здесь мы видим, что довольно плотно все идут. И вот Ивану Анисимову пришлось даже подержаться за лыжную палку Станислава Волженцева. И Волженцев здесь на таком повороте даже чуть не упал. Может, какие-то есть проблемы с координацией у лыжника из Коми. Может, есть какие-то проблемы с лыжами, не так крепко держат, не так хорошо катят. Но вот Волженцев показывается в такой лыжной пробке. Только что он шел, в общем, третьим, сейчас откатывается на 7-ю позицию. Возглавляет сейчас Антон Гафаров из Ханты-Мансийского округа, команда Ханты-Мансийского округа. Если кто-то только недавно к нам подключился, буквально несколько минут назад, выиграла женский командный спринт, так что есть все шансы у команды ХМАО сделать сегодня и золотой дубль. Но я думаю, что если в женском забеге девушки были из ХМАО фаворитами, то, конечно, Антону Гафарову не хватает более такого опытного, наверное, более скоростного, более известного спринтера. Все-таки Артур Петров, ну, чисто на бумаге уступает и Алексею Виценко, и Андрею Феллеру, и Никите Ступаку, и, наверное, еще, ну, конечно, Николаю Марилову. Но это только на бумаге. Видим Николаева сейчас на первом месте, за ним Валерий Гантарь, третий номер, вторая команда Татарстана. Ну, вот у девушек команды тактики, конечно, Татарстана не было, все-таки там разные уровни у
спортсменок, ну и тем более третья команда Татарстана на старт не вышла. Здесь тоже вряд ли можно будет говорить о какой-то командной тактике, но просто так вот совпадение. 21 номер атакует Максим Ковалев, представитель Брянской области, и его атака вывела лыжника на второе место. Иван Анисимов здесь на финише отработал. Третьим передал эстафету своему партнеру по Санкт-Петербургу Андрею Краснову. Ну вот Санкт-Петербург, да, тоже один из претендентов на победу в сегодняшнем забеге, в сегодняшнем командном спринте. Не видим мы здесь вот в этой группе лидеров 7 человек, да, вот только вот сейчас 8-й Алексей Виценко, но вот во многом не повезло хозяевам соревнований именно с тем, что Волженцев попал в такой затор, так сказать. Перекрыли ему лыжню, и отвалился он в хвост пелотона. На ваших экранах сейчас отсечки были временные на передаче и на первой передаче эстафеты. По-прежнему команда Татарстана возглавляет эту гонку Андрей Феллер на этапе. Бывший уже лидер общего зачета Кубка России. Сейчас, как я помню, Андрей Парфенов, который выиграл здесь индивидуальный спринт, вышел на первое место в общем зачете. Ну и Андрея Парфенова мы, безусловно, увидим уже совсем скоро, уже завтра в скиатлоне обещал лыжник участвовать, чтобы сохранить свое лидерство в общем зачете. За спиной Феллера третий номер, это Владимир Фролов, вторая команда Татарстана. За Фроловым 21-й Алексей Григорьев, Брянская область, Рязанская область. Как мы понимаем, такая два региона, два субъекта не смогли выставить полноценные команды и объединились для участия в командном спринте у мужчин. И опять у Алексея Виценко тяжело вырваться с такой вот позиции неприятной. 9-м уже бежит лыжник из Республики Коми, хотя, конечно, именно классический стиль для хозяев соревнований, это, как бы ни звучало, классический стиль для лыжников из Коми — это конек. По-прежнему у нас лидирует Татарстан. Андрей Феллер все контролирует, никого не выпускает вперед себя. Ну и Владимир Фролов из второй команды Татарстана даже может выглядеть каким-то сейчас отсекающим звеном. Ну, вот, все-таки Никита Ступак по параллельной лыжне бодрым, уверенным, таким мощным шагом выходит на вторую позицию. Никите Ступаку нужно побыстрее закончить сегодняшние все разборки. Сегодня Юлия Белорукова, девушка Никиты, должна выступать на чемпионате мира. Так что Никита сегодня в командном спринте выступит и бегом-бегом к телевизору. 13, 15, 3 номера, две команды Татарстана и команда Московской области в тройке лидеров. Виценко из Коми 9, даже сейчас 10. Не спешат пока хозяева соревнований выбираться из такой вот глубокой неудачи, назовем это так, и отправляет на дистанцию Станислава Волженцева. Но вот здесь вот по траектории команда Коми неплохо отработала по траектории по передаче эстафеты. Сразу с 10-й позиции Волженцев ушел на 6-е место и сейчас дорабатывает, возвращает свою команду в группу лидеров. Ну вот, наверное, здесь решил притормозить при спуске. И где-то 6-й, 7-й сейчас ухтинец. Ну, опять же, 6-й, 7-й это не 9-й, 10-й, это две большие разницы, там поменьше людей нужно обгонять. Ну, посмотрим, правильно ли удастся выбрать Станиславу здесь лыжню на подъеме и потом на финишном подъеме для круга. Здесь он перестраивается на свободную и начинает очередную атаку. Выходит на 5-е место Станислав и идет уже
вместе с Валерием Гонтарем из второй команды Татарстана. Вот сейчас видим четко, как Волжинцев пятый. Первая позиция также не меняется. На первой позиции первая команда Татарстана, там Артем Николаев у нас снова. И вторым идет Удмуртская республика Евгений Байбородов. Вот и команда Удмуртии обозначает свои претензии на медали. Ну, с таким составом, что первая команда Удмуртии, что вторая, может дать о себе знать. Вторая команда под 18 номер, но сейчас вот у Александра Уткина далеко не все хорошо на этапе, и замыкает он десятку финала. Третий номер на третьей же позиции Валерий Гонтарь из Татарстана дорабатывает на третьем же месте. Ну вот мы видим, Волжинцев уверенно пятый, контролирует ход гонки, но вот потихоньку появляется здесь вот просвет между первыми двумя лыжниками, и значит нужно включаться все-таки группе преследователей, чтобы просвет не стал гигантским, чтобы не появилась уверенность у лидеров в итоговом успехе, хотя всего лишь что только третий этап командного спринта. Но вот просвета уже и нету. Иван Анисимов, Станислав Волжинцев. Вот Волжинцев, если первый свой этап провел, мягко скажем, далеко не хорошо, то вот сейчас удачно они с Виценко разобрались при передаче. Удалось выйти там на 7-ю, 6-ю позицию. Потом удалось на подъеме поработать. Вышел Волжинцев в группу лидеров. И вот сейчас тоже на подъеме, но уже на финальном поработал. Стал третьим. И вполне неплохая позиция для будущей атаки. Ну, главное, чтобы Виценко сейчас не скатился обратно, удержался в этой группе. Итак, Николаев передает эстафету первым, Байбородов вторым, Волжинцев третьим. Получается у нас Республика Татарстан, Московская область и Республика Коми идут вот в таком, прошу прощения, Республика Татарстан, Удмуртская республика и Республика Коми. Вот в таком порядке сейчас идут лидеры. Буквально за ними Санкт-Петербург один. Иван Анисимов отправил Андрея Краснова на дистанцию. И вот был между лидерами просвет, но, как говорится, просвета больше нет. И довольно опять плотная группа спортсменов образовалась. Ну, только, в общем-то, считайте, половина, даже половина еще командного спринта. Ну, вот половина прошла, вот начинается вторая часть. Фух, в общем, нервы на пределе. И здесь, если Алексея Виценко по параллельной лыжне, если не ошибаюсь, нет, ошибался, 15 номер обгоняет Никита Ступак из Московской области. Но не пускает вперед себя Виценко соперника, остается на третьем месте. А вот здесь Дмитрий Епаров, Удмуртия, вышел на первую позицию, обошел Андрея Феллера, и теперь Епаров задает темп этому забегу. Призер Олимпийских игр. Действительно, команда Удмуртии сейчас одна из сильнейших в стране. Здесь, конечно, и даже на этом чемпионате прекрасные, сильные лыжники. Это не только те, кто у нас сегодня на старте мужского спринта. Ну, безусловно, еще Максим Валикжанин, член сборной России, тоже представитель Удмуртии. Ну, его, конечно, здесь нету. Епаров продолжает возглавлять гонку. Выходят уже лыжники на стрельбище, после которого будет прекраснейший подъем, на котором решается судьба, да, почти, наверное, всех спринтерских забегов. Ну, по крайней мере, в женском командном спринте Евгения Шаповалова вплоть до него откладывала выяснение сильнейших, потом отработала прекрасно и в гордом одиночестве финишировала.
Филлера такое положение дел, видимо, не устраивает. И не любит он смотреть на спину впереди идущих мужчин. Ладно, были бы это женщины, было бы на что посмотреть. Филлер здесь пытается выбраться на оперативный простор, пытается выйти на первое место. Но Епаров дорабатывает, Епаров не пускает конкурента и вновь выходит на первое место. И снова здесь такая борьба, ну, наверное, принципиально, что для одного, что для другого передать эстафету первым. И здесь Алексей Виценко особо так не спешит никуда. Поделили они лыжню и вместе с Андреем Красновым, и вместе с Никитой Ступаком. Избежали столкновения, которое могло обернуться массовым завалом. И вот довольно спокойно передает эстафету на 5-й круг, на свой заключительный для нечетных номеров убегают лыжники, и сразу включается Евгений Байбородов из Удмуртии. Мы видим, прекрасно он стартовал, прекрасно доработал, но удалось поддержать его темпе Артему Николаеву и, безусловно, Станиславу Волженцеву. Здесь мы видим, да, Московская область 4-й передала эстафету, Санкт-Петербург 5-м. Ну, все довольно плотно, и здесь попытался Байбородов убежать, не получилось, и, в общем-то, не стал особо предпринимать попытки дальше сделать себе преимущество. Ну, здесь, по крайней мере, этот круг проходят лыжники побыстрее, видно даже невооруженным глазом, как скорости возрастают. По-прежнему Байбородов на первой позиции, следом за ним Артем Николаев и там Станислав Волженцев. Удалось, интересно ли Станиславу Волженцеву отдохнуть, восстановить силы после своего второго круга, там, где удалось ухтинцу с 8-го места подняться на 3-ю позицию. Но, видимо, Станислав вроде как бы получше катит лыжи, придержит он за лыжную палку Артема Николаева. И если лучше лыжи катят, значит, нужно этим пользоваться. Нужно выходить на простор, нужно атаковать. Ну, наверное, увидим мы это на подъеме перед выходом на стадион, не сейчас. Но здесь Волженцев обошел Байбородова, идет теперь за Николаевым на 2-й позиции. Ну, а замыкают сегодняшнюю гонку Валерий Гонтарь из 2-й команды Татарстана. Видели мы 2-й команды Татарстана и на 2-м месте, и на 1-м, но вот сейчас на 10-ю позицию откатились гости сегодняшних соревнований. Но мы видели, что команда Москвы в женском забеге тоже долгое время шла в хвосте, и, наверное, это сыграло решающую роль. У Аиды Баязитовой просто не хватило сил на финише, хотя она и подняла свою команду на 4-ю позицию итоговую в протоколе. И вот Волженцеву здесь удается начать атаку вот при повороте. Выходит он на 1-е место, но сейчас будем смотреть, у кого же хватит больше сил. У Волженцева, у Николаева, может быть и у Байбородова. 16-й номер, вот она 3-ка лидеров. Здесь неподалеку 21-й номер Максим Ковалев, Илья Санников из Тюменской области. У Санникова там на 2-м этапе за ним будет Николай Марилов, призер всевозможных, наверное, уже международных соревнований, опытнейший спринтер. Волженцев лучше вошел в подъем, лучше его провел, вышел на 1-ю позицию и изо всех сил теперь стремится к финишу. Больше уже не будет Станислава сегодня на дистанции, так что нужно полностью отработать. Наверное, уже просто без сил упасть, отдохнуть после этого. Ну, главное передать эстафету Алексею Виценко в группе лидеров. И вот эта группа лидеров образовывается, проявляется небольшой даже отрыв между ними. Ну, там буквально пара метров. И Волженцев отправляет Виценко первым. Первый бежит Виценко, следом за ним Андрей Феллер из Республики Татарстан и Дмитрий Епаров. Ну, в общем-то, прекрасная компания Алексея Виценко. Алексей Виценко тоже участник Олимпийских игр 2018 года, но просто участник, не призер. Там, в общем, довольно тяжело было Алексею и в индивидуальных гонках, ну и войти в состав эстафетного квартета уж это тоже было что-то невероятное. Вот, поэтому, возможно, Алексей сегодня здесь вместе с вами на финале Кубка России, в то время как другие лыжники, которые являются более сильными на чемпионате мира в Австрии.
Что ж, Виценко по-прежнему лидирует. Довольно неплохой темп задает лыжник из Коми. Здесь ускоряется. Посмотрим, удастся ли поддержать его начинание другим спортсменам. Виценко лидирует. Пока что довольно уверен. Главное Алексею этот темп не сбавлять. Возможно, хватит у него сил в таком темпе доработать и до конца этого забега. Все-таки 1,5 километра, даже 1400 метров. Это, конечно, для лыжников трудоемкая дистанция, но можно на ней такой темп сохранить, который задал Алексей. На второй позиции Андрей Феллер, 16 номер, 3 Дмитрий Епаров. В общем, как мы и говорили, компания у Виценко прекрасная, и на равных доводить в такой компании дело до финиша, это очень рискованно. Там все-таки и Феллер опытный финишер, ну про Епарова вообще говорить как-то даже страшно. Был Епаров здесь у нас еще и на чемпионате России в 13-м далеком году в Сыктывкаре. Мы тоже видели прекрасно, как он умеет финишировать. Ну и кто у нас? Андрей Краснов. Андрей Краснов из второй команды, из первой команды Санкт-Петербурга вклинивается в борьбу за медали. Вот появляется четверка сильнейших, между ними и 5-м, 6-м, 7-м номерами есть хороший просвет, но есть еще и более хороший просвет между Виценко и вторым местом. Здесь Виценко нужно отрабатывать, нужно просто терпеть уже, наверное, потому что силы начинают покидать. А вот он будет финишный подъем и финишная прямая. Давай, Алексей, мы, вся Республика Коми, в общем, с тобой. Тренер из Татарстана смотрит, подбадривает Андрея Феллера, который вот-вот появится на ваших экранах, если приблизиться, конечно, к Алексею Виценко. Ну и Виценко здесь тоже ведут, подсказывает, и мне кажется, что силу Виценко вполне себе хватит, чтобы удержать это первое место и никому его не отдать. Даже близко никого нету. И если женщин все решилось на финальном подъеме, то Виценко, видели, атаковал с первых метров своего этапа, и эта атака ему приносит победу сегодня и победу сборной Коми в командном спринте. Просто докатывается Алексей Виценко, и на второй позиции есть борьба у нас, и даже здесь с этой точки непонятно, кто стал вторым, кто третьим. Понятно, что Иван Анисимов и Андрей Краснов из Санкт-Петербурга остаются без медалей, становятся не только четвертыми, а Татарстан или Удмуртия с этой позиции, к сожалению, незаметно было, кто же стал вторым, кто третьим. Но зато у сборной Коми есть первое место. Не было женщин даже в финале, даже просто не было их на дистанции. Зато в самой гонке у мужчин есть золото. И Республика Татарстан, второе место, Удмуртская, третье. Вот такая веселая гонка сегодня получилась. Ну, поздравляем команду Коми с медалью, и на этом раскланяемся. Завтра встретимся все вместе с вами на скиатлоне, а мы бежим к победителям брать флеш-интервью. До завтра, до связи, до будущих побед. 9 место Республика Татарстан, вторая команда Владимир Фролов, и Брянской Рязанской области финишировал Алексей Григорьев. Но мы напоминаем, что в 15 часов состоится награждение победителей и призеров первых 3 дней соревнований финала Кубка России по лыжным гонкам в городе Сыктывкаре. Награждение 15 часов. Результатами финала командного спринта среди мужчин с усилием вы можете посмотреть на сотовом.